У меня есть институт переподготовки врачей. Сейчас у нас 4 клиники. Около 1500-2000 пациентов в месяц у нас. Стали первым международным студентом, который поступил в университет Назарбаева. Поехал во Францию. Работал в ортопедической хирургии. Я уже начал ассистировать на 2-ю неделю. На 4-м курсе отправлял в университет Питтсбурга. Пробыли всего 2 недели, потому что начался ковид. В период карантина вам нужны деньги. Начинаете принимать первых пациентов. Денег нету, да. То есть уже с общаги выгнали. Я начал принимать пациентов, стал так популярен, и в свое время там был самый высокооплачиваемый врач Казахстана. Я уже начал где-то $1000 зарабатывать хорошо. У меня за 22-й год было 87 полетов, за 23-й было 150. В 40 раз выросли за 11 месяцев. 40 раз по количеству пациентов. По сути, это очень нереально выглядит. И когда ты себя окружаешь людьми интересными, у которых, которые заточены на рост, на развитие с правильными ценностями, у тебя нет выбора, ты все равно будешь расти. Вообще, для чего вы всем этим занимаетесь? Какая у вас конечная цель? Ты не можешь идти в медицину ради зарабатывания денег. Если ты не хочешь помогать людям, если ты не горишь результатами своих пациентов, тебе там делать нечего. Здравствуйте, дорогие подписчики нашего YouTube-канала. Добро пожаловать на новый очередной международный выпуск. Но можно сказать, что международный выпуск с нашим соотечественником, потому что у нас сегодня в гостях доктор Элиман Усупбеков, который вырос, родился в Кыргызстане, потом переехал учиться в Алмату, в Казахстан, в Астану. Вот. Сразу исправляю, в Астану. И можно сказать, что он там бобкетте, как у нас на русском говорят. Чтобы показать, насколько вы крутой, можете сами про себя рассказать, чтобы вот донести ценность? Меня зовут доктор Элиман Усупбеков. Мне 32 года. Отец, муж, сын, предприниматель медицинский. Меня позиционирует большинство людей как медицинского блогера, где мы рассказываем про здоровье детей, развенчиваем мифы. Да, я кыргыз, который сам в 2011 году переехал в Астану. Стали первым международным... Да-да-да, международный студент. Да, международный студент, который поступил в университет Назарбаева. Да, Назарбаев университет, да. Два диплома Да-да, ну там, да, все думают, что международный студент — это там кто-то с Африки, либо, ну, точно не кыргыз. Я говорю, вот кыргызы такие, ну ладно, зато международный. Да, не знаю, в чем ценность. Я очень надеюсь быть полезным, что-то, может, кому-то про здоровье рассказать, может, кому-то рассказать про новую роль отца как миллениала в семье. Не знаю, то есть хочу быть максимально полезным, поэтому задавайте любые вопросы. Про предпринимательство. В чем заключается ваше предпринимательство? Тоже подробнее про это. Так, у меня есть институт переподготовки врачей, где мы врачи с высшим образованием делаем остеопатами. Они же потом работают в наших клиниках. Сейчас у нас 4 клиники. Около 1500-2000 пациентов в месяц у нас. Плюс у нас еще есть своя медтек IT-компания, называется Medical Digital Systems. Мы готовим CRM-ку и медицинскую информационную систему для клиник. Начали для себя, потом поняли, что слишком круто сделали, и теперь мы ее будем продавать. Плюс у нас сейчас там есть искусственный интеллект, который отвечает за выставление диагнозов, помогает, я бы сказал. Все равно врач последний человек. И там переписка на 190 языках, колл-центр, тоже искусственный интеллект. А так, да, все считают меня блогером. Ну, на самом деле, да, вот Элиман Байке, да, будем называть Байке, является крутым предпринимателем, и я понял, что здесь его очень сильно уважают. Вот поэтому мы сегодня снимаем этот выпуск, чтобы рассказать о наших соотечественниках, которые добились вот успеха за границей. Ну, начнем, как всегда, с самого начала. Вы родились у нас в Кыргызстане, и, как я понял, ваша мама была доктором наук, также по остеопатии. Я родился в Казахстане. Моя мама просто преподавала здесь, возглавляла кафедру нормальной анатомии человека в городе Кентау. Туркестанской области тогда была, Чимкентской области тогда была. Вот потом мы в возрасте 3 лет, когда мне было, мама переехала в Бишкек. Родились в Казахстане, выросли в Бишкеке, да. В Бишкеке вырос. Сам, по идее, Иссыкульский. Все лето, каждое лето ездил на Иссыкуль, село Киригиташ, Аксуйский район, Иссыкульская область. Получается, да, учился в школе, потом поступил в турецкий лицей. Давайте еще вот в самом начале, чтобы для зрителей более понятно было, что такое остеопатия, да, что коротко, чтобы они тоже понимали, про что вообще идет речь. Да. Остеопатия — это медицина доказательная, которую придумали в Америке
150 лет тому назад, в Америке сейчас является официальной медицинской профессией. Ей, то есть обучается на остеопата также там 8-9 лет, как и на обычного врача. То есть это обычный врач, плюс который еще может руками полечить. В Россию это пришло лет 30 назад, 35 даже. Вот, она там тоже стала официальной медицинской профессией. И что интересно, в Кыргызстане она тоже официальная медицинская профессия. Благодаря моей однофамилице, Бахтуршике Нусубекова, по совместительству моя мама, она это продвинула с 2011 года. Это медицинская профессия. То есть этим только врачи занимаются. Сейчас, на данном этапе, я занимаюсь продвижением доказательной остеопатии, к сожалению, приходится так говорить, в Казахстане. Вот, где мы... Поэтому вот у меня есть институт, где мы обучаем только врачей. У нас профессиональная подготовка врачей, 3,5 года, 3504 часа программа официальная, такая большая, объемная, и мы берем только врачей с высшим медобразованием. К сожалению, как говорится, мы боремся с шарлатанством, являясь шарлатанством, моя любимая фраза. Вот, грубо говоря, вот, например, у вас болит поясница. Ну, допустим, да. Ну, просто, да, пример. Еще не в том возрасте, конечно, но болит поясница, вы ходите на массаж, 1 неделя, 2 недели нормально, а потом опять болит. Вы не знаете, в чем дело. Пошли к невропатологу. Всегда же идешь к невропатологу раз. Он говорит, балам, что-то укол ал, анау, там, уколы берете, делают вам снимки, потом отправляют к мануалисту. Мануалист хрустит, больно. Если повезло, мануалист хороший, он вам травму не делает, но чаще всего делает травму. Но если хорошо, скажем, хороший мануалист, тоже помог на даже пару месяцев, но опять боль приходит. А в то время, когда если вы приходите к остеопату, например, в наших клиниках, в Центре остеопатии Казахстана, у Маймед, у нас принимают врачи, минут 15-20 опрос проходит. У нас еще опрос по американской там системе, там супер глубокий, начиная от всего детства, там какие травмы были и так далее, заканчивая, чем вы занимаетесь. Я вот подкастер. И наши такие, слушайте, а вы вот на каком кресле сидите? То есть вплоть до этого. То есть нам нужно понять суть, с чего началось. А оказывается, у вас там в 12 лет аппендицит вырезали, то есть была аппендэктомия. Потом у вас проблемы с зубами были, скажем, и в 17 лет удалили там 2 зуба сверху. И это все вместе привело к тому, что у вас и таз перекошенный, и плечи перекошенные, здесь стягивает. Что мы делаем? Мы находим причину, то есть мы работаем с тазом, выравниваем таз. Мы вам рекомендуем пойти к ортодонту, чтобы вам зубы на место поставил, потому что все равно мы можем там 10 раз, может, к остеопату сходить, но он же вам зуб сюда не поставит, а здесь уже асимметрия идет. Еще и асимметрия лица, если началась. Вот. То есть остеопат — это такой целостный подход. Это как врач первой линии. Видите, проблема в том, что когда пример давал, то есть вы идете сразу к невропатологу. В развитых странах большую часть медицинских вопросов решают врачи первой линии. Это семейные врачи, терапевты, педиатры для детей. General practitioners называется там во многих странах, типа врач общей практики. У нас, к сожалению, там и в Кыргызстане, и в Казахстане врач общей практики, терапевт, там педиатр считается просто регистратура барасан, говорит, баламорота, там бредами, клору дайте детскому направлению депсурайсан. А в развитых медицинских системах вот такой врач должен решать 85-95% обращений. Не перегружать врачей второй линии. А у нас гандай. Перед ним Урусам такой, что-то у меня легкие болят, пойду к пульмонологу. Тот, который занимается... Мы сами решаем, да, куда идти. А он должен заниматься супер редкими кейсами, тяжелыми случаями, а ты берешь со своей обычной жалобой, туда идешь. И поэтому, почему остеопатия в Америке развилась? Потому что они GP, которые еще руками могут тебя полечить. И такой подход мы развиваем в наших клиниках. И я надеюсь, что мы вот в Казахстане... То есть я являюсь президентом ассоциации, Казанская остеопатическая ассоциация. Мы уже там 4 года представляем казахстанскую остеопатию на международных съездах. В 22-м в Хельсинки, Финляндия, в 23-м в Лондоне, в 24-м в Сиднее были. И вот только мы с Торонто где-то месяц назад полетели. Уже в Торонто мы были спикерами, рассказывали, как мы работаем с задержками речи у детей. И здесь выходит уже, как вам сказать, второе направление наше. То есть остеопат классно помогает детям с задержками. Да. То есть это тоже очень большая сфера бизнеса, к сожалению, где их пихают детей БАДами, ненужными там вправлением Атланта, там иди бабушка окуперсин, туда-сюда, на надежде родителей делают деньги.
В то время как в наших клиниках и в моем видении остеопатия такая, что ты приходишь, он говорит, слушайте, у ребенка были там родовые зажатости здесь, 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 вот, у вашего ребенка еще, например, расстройство аутического спектра, вот то, что вы сейчас вот этим занимаетесь, окей, мы туда не лезем, но эффективно это там ABA-терапия, аботерапия, эффективно попробуйте там вот такую диету, попробуйте ребенка туда-туда сводить, у всех все индивидуально, и если где-то у вас будет хороший результат, идите туда. Мгм. В то время как у нас, например, почему говорят, что остеопаты шарлатаны? Потому что у нас люди начитаются про хороших остеопатов, приводят детей к какому-то остеопату, а он ни медобразования, ни остеопатическое образование. Он говорит, ой, он джолу гельгле, точно дам результат. Да, то есть это здесь очень сильно стоит вопрос еще биоэтики. То, что, к сожалению, у нас многие, даже врачи, не сильно биоэтичны и ради наживы готовы людей на ненужные приемы звать. Вот, то есть мы это все пропагандируем. То есть честность, то, что у нас есть границы, то, Мгм. что вот остеопат все не вылечит, но может направить, как врач первой линии. И мы хотим так разгрузить систему здравоохранения Казахстана, Кыргызстана, и, надеюсь, глобально как-то повлияем на то, что люди станут здоровее. Вот. И теперь можно возвращаться на начало, да. Теперь когда доктор рассказывает про свою профессию, всегда так происходит, если Да-да-да. он реально горит своим делом. Да. Теперь можно вообще вернуться к истории, как до этого момента дошли до этой Всё. миссии. Получается, я в возрасте 10 лет, мама у меня уехала в Москву, да, но она уехала делать там докторантуру. А, То есть она была кандидат медицинских наук, и потом в 2003 году, маме тогда было 44 года, она полетела в Москву, жила в общаге, ну, тоже вообще включенная женщина. Я остался с тетей, учился в школе, и потом вот тесты есть же турецкого лицея, который в 6 классе все сдают. Я его там по счастливой случайности с моим другом, там, Абдурахим, мы с ним вместе написали. Он Умаров, я Усубеков. Мы вместе еще дежурили в школе. На звонке, помните, в школе было? да. Дежурство. По очереди, Блин, да. идеальный день, да? И я идеальный день кайфую. Говорит, эй, этот тест пришли, пойдем вместе напишем. Я говорю, брат, проверьте меня, Барбаем. Он говорит, нет, пойдем, классный тест там. Турецкий лицей, вот у меня брат старший учится. Такой, все. Это вот недавно ему, кстати, аудиосообщение записывал. Абдурахим, Рахмат, тебе, благодаря тебе я вот... Это стало ключевым моментом. Да, я вот поступил в турецкий лицей. Первый тур-то понятно, ты сдаешь так. Второй тур надо было ехать в турецкий лицей. Мне говорят, хочешь туда далеко ехать, там все дела там. Но Абдурахим меня подвез. Мы сдали экзамены, оба прошли. Я так поступил в турецкий лицей. Ладно, поступили, там, говорят, $700 в год обучение. А везде в школах там джюс и джусом стоило, там надо было туда сдавать же. А тут $700, 2005 год. Большие деньги. Большие деньги, да. Я маме еще тогда звонить... Помните, IP-телефония была и так далее? Я не Не помню, знаю, я в 2003 году родился. 2004? Ладно. Раньше была IP-телефония. Вот так заходишь в компьютерный клуб, есть компьютерный клуб, есть интернет-клуб, и есть вот такие были кабинки из пластика сделанные, где Ага. можно было звонить, типа дешевле. В России звонить 15 сомов было, типа, минута. Капец дорого, да? Но я помню, такой подкопил денег, самса 7 сомов тогда стоил, там, 3 дня самсу не поел, 20 сомов скопил, думаю, сейчас за минуту успею. Алло, мам, я поступил в турецкий лицей. А мама такая, типа, всегда за образование была. Все, давай, балам. Короче, все, добро, учись. Мама там подзаработала денег, отправила, я поступил, и все, мир поменялся. Потому что реально же окружение решает. А там ребята все к Олимпиаде готовятся. Уточняющий момент, а в каком финансовом положении была ваша тогда семья? Наверное... Не, мама в Москве жила в общаге. Мы никогда, я вам так скажу, я никогда там на самолете не летал в 2005 году. Кажется, и многие. Для меня казалось тогда, вам тоже это не поймете, магазин был Селла. Селла, помните, да, Селла? Мне казалось, в Селле миллиардер одевается. Для меня Боржоми, я до сих пор в магазине хожу, Боржоми покупаю, такой, я что, богат? Примерно в таком положении была семья. Да, и $700 это большие деньги. Да, вот просто интересно, как... Мама копила деньги, да, то есть экономила сама, да, и мне закинула, и мы там учились, и там классно, все учатся, там, все реально, то есть мне кажется, лучше, что ты можешь делать для своего ребенка, я тому пример, это окружить его амбициозными ребятами, то есть мы с 8 класса уже там, каждый выбрал направление по предмету, я выбрал биологию,
Вот, и готовились к олимпиадам. В 9 классе ты уже на городскую олимпиаду ездишь, там ты мечтаешь. Еще классно в Бишкекском лицее, со всех лицеев, на тот момент было 14 лицеев, на камп собираются лучшие ученики, чтобы готовиться к республиканской олимпиаде, к мировой олимпиаде. Э, И ты в таком окружении, даже если ты чуть тупой, ну, на их фоне, там же вообще звери были, кичные там уже что-то шаришь. Вот, и вот так вот я олимпиады выигрывал, городскую, республиканскую. На мир, кстати, не попал, но я уже думал, все, за рубежом буду учиться, классно, там у нас куда поступить? Я такой, в Австралию поступлю, в Европе буду учиться. Вот. Потом, когда я был в 11 классе, бабушке поставили диагноз, она заболела раком. Я остался в Бишкеке за бабушкой смотреть. Поступил в этот Славян. И, ну, то есть учился там, бабушке все хуже-хуже становилось. Мы бабушке не говорили, что она болеет. Но я за ней там ночью уколы ставил, обезболивающие и так далее. И получается, к середине года что-то я сижу, там домашку делаю, бабушку уже накормил. И смотрю на канале Хабар, у нас же Хабар ловит в Бишкеке. Смотрю какой-то University. А я вот буквально год назад University. Смотришь, Назарбаев University. Прогуглил, смотрю, у меня проходящие баллы. Прикольно. Подал документы. Вот. И в августе поступил. Мне сказали, мы вас... Нет, в июне все экзамены прошел, но, говорят, к сожалению, мы вас не можем принять. Вы гражданин Кыргызстана. Мы берем только граждан Казахстана. Я говорю, чуваки, я сдавал экзамены, там, типа, пропускал уроки и так далее. Мама с Москвы прилетела в Астану. Я с Бишкека в Алмату, с Алматы на самолете полетел в Астану. Мы там писали на имя на тот момент генерального директора там, автономного Бредеме образования Назарбаев университета, что вот мы там поменяем гражданство, пожалуйста, дайте нам возможность учиться туда-сюда. Ну, нам сказали так написать, чтобы шансы повысились. И ну, уже такие, ну, вряд ли. Я уже думал, второй курс у меня в славянском медицинском буду дальше ходить. И тут приходит письмо, вы поступили, поздравляем. Я бабушке сказал, бабушка, там вот, я вот поступил, это последний раз, когда в сознание приходила. Потом бабушки не стало, и уже ничего особо в Бишкеке не держит, мама в Москве. И я со спокойной душой уехал в Астану. И у меня вот опять случился такой, знаете, переключение опять на level up, потому что, ну, по сравнению с нашими университетами, там, university, там, преподаватели все на английском, то есть иностранцы, общага классная, ну, то есть супер. И тоже, опять же, окружение, еще один буст был. То, что ребята все там... Как случилось? Почему Назарбаев открыли? Потому что Болашак, программу в Казахстане, которая оплачивала бакалавр, кто поступил за рубеж, оплачивал бакалавр, но ты обязался вернуться, там 5 лет отработать и так далее. Эту программу на бакалавр закрыли и открыли универ. Типа, поступайте сюда. И самые такие светлые умы начали туда поступать. Я тоже оказался в окружении ребят, которые на мировые олимпиады летали и так далее. Мы начали учиться. И, получается, поступил в Назарбаев университет. Окружение бешеное. И это реально послужило крутым толчком не только к тому, чтобы там учиться больше, но и понять, что, в принципе, ребята, которые там проходили и чуть ли не в Гарварды, это не что-то такое недосягаемое, это ребята твои сокурсники. А вы о остеопатии когда узнали? Еще когда... Не, мама в 2005 году уже начала ей заниматься. Она в Москве принимала пациентов и так далее. Отдельно про это тоже надо сказать. То, что у меня мама, она сейчас в Бишкеке, у нее клиника, называется Евразийский центр остеопатии, ЕЦО. У нее была такая черта, что она не копила деньги, а тратила на поездки, на обучение. И казалось бы, да, вот ты зарабатываешь там, на тот момент она зарабатывала уже там по 100, 150, 200, 250 долларов, 2005 и там 6 года. И казалось бы, кичне подкопи, купи квартиру в Бишкеке, да? А мама нет, она ездила на обучение за рубеж. Ну, представьте, ладно, если тебе 23 года, но моей маме тогда уже было 50 лет. Постоянное стремление к знаниям. Да, вот. И я помню, что мы все время снимали квартиру с мамой, когда она приезжала на лето, мы снимали квартиру, типа, но я уже там в Египте был 2 раза. Я помню, что у нас не было там ни машины, ни жилплощади, но мы с мамой были в Швейцарии. То я считаю, что это
кажется, основной буст того, что, типа, мама показала мир, когда еще вообще, то есть ничего не было, казалось бы. И сейчас мир же более глобализировался, сейчас легче. Тогда это было нереально сложно. Я помню, как мы в очереди стояли на получение швейцарской визы в Москве, вот, и холодно, на улице жутко и так далее. Я помню, я такой, блин, ненавижу вот эти вот аэропорты и так далее. Еще мама всегда с перевесом летали, блин, это такое было. Мама такая, так, куртку на куртку надевай, да, рюкзак. То есть, типа, чемодан 23 килограмма, но рюкзак 40 килограмм. Он, да, идешь такой, давай, сейчас на регистрации лицо нормально сделаю. Такой стоишь, проходим регистрацию, такие, наконец-то прошли, там еще там пакеты где-то спрятали, еще ложим. Вот так с баллами проходим. Но я сейчас понимаю, что это служило супер бустом. То есть я не пропагандирую всем YOLO, продавайте квартиры, летайте, но именно в моей конфигурации супер сработало. Ваше формирование, да? А было ли так, что, допустим, когда вы общались со сверстниками, чувствовалось то, что у вас кругозор шире, то, что вы там больше увидели, либо как-то вы... Нет, знаете, вот это, как называется? Синдром самозванца был буквально до 2020 года. Я вообще, то есть, всегда думал, ой, да ладно, там в Африку слетал летом, там на Килиманджаро забрался, там людей оперировал, ладно, фигня, там все же могут, если хотят. Ой, там во Франции оперировал, фигня. И только в 2020 году, когда я закончил медицинский универ, Назарбаев университет, медицинскую школу, и мы с ребятами сидели, душевно разговаривали, говорят, братан, ты же, типа, самый умный чувак в нашем окружении. Говорю, хоть те, типа, чего, пацаны, типа. И они меня в этом убедили. Я тут буквально в 2020 году, только в 2020 году начал понимать, типа, блин, реально, по идее, у тебя же бешеный опыт. Чувак, ты чё, нормально все? И это, мне кажется, проблема многих. Либо мы такое поколение, что как бы не фиксируем наши победы, не фиксируем наши достижения, и кажется, что, ну ладно, и так далее. Но я только в 2020 году понял, что, по идее, опыт довольно широкий и так далее. Никогда в жизни у меня не было мысли, что я, типа, лучше других. Никогда мысли, ну и потом не было, конечно, но и не понимал, что насколько классный опыт. Вот. Поэтому иногда, мне кажется, стоит замедлиться, обернуться назад и посмотреть. Блин, возможно, ты по сравнению, кем был там на точке А, как много ты сделал, и вообще все супер. Хватит себя чморить. Если ты меня слушаешь, давай так подумай. Нормальный рилс, да? Нормальный рилс. Хорошая нарезка получилась. Да-да-да. Если возвращаться обратно, вы поступаете в университет Назарбаева, но вот два момента я заметил, вы, допустим, потеря бабушки, вот как перескочили, легко рассказали. А я же поработал. То есть раньше, когда я об этом рассказал, там слезы, там сопли и так далее, но мы это проработали, это часть пути, точно это сделало меня сильнее. То есть когда ты там 19-летний парниша, который следишь за умирающей бабушкой, и она не знает, что у нее рак, это, конечно, сложно. Вот. Вот такой вот опыт. Да-да-да, да. Все, что нас убивает, делать сильнее. Тоже, возможно, был бустом. Почти слезы. Да нет. Не-не. Больше не плакать. Нет, дело не в этом. Дело в том, что, типа, мы это проработали, это нормально. То есть, Жизнь, что да, можно было жизнь еще приходит, сделать? жизнь То есть, уходит. нам вообще давали, сколько ей давали, 2 или 3 месяца, мы же прожили с ней 13, мы большие молодцы. Да. Еще плюс нигде в вашем рассказе слово «отец» не прозвучало. Да. Ну, то есть, мы, знаете, поколение безотцовщины, 90-е годы, кто родился, много ребят без отцов, и коим я являюсь. Да, ну, мама большая молодец, что смогла мне заменить и отца, и мать. И я считаю, что классно еще то, что турецкий лицей классно сыграл, то, что у меня вокруг же были только женщины. Мама, тетя, там, сестра, сестренка. Супер женское окружение. Но благодаря тому, что в турецком лицее более такое эркекское окружение, это тоже как-то сделал так, что ни маменькин сыночек, ни мямля там и так далее. Вот. Это же, знаете, история нашей жизни сильно нас формирует, и все не зря. Даже самые плохие моменты, если мы после этого живы. Они тоже были нужны для того, чтобы что-то сформировать, что-то дать, к чему-то Конечно. прийти, чему-то Конечно, да. То обучить. есть, да, поэтому, ну, супер круто. То есть мне кажется, половина моих знакомых ребят моего там плюс-минус возраста, там, безотцовщина и направо, и налево. Вот. Но что мы можем сделать, это сами быть классными отцами. Вот. Про это
чуть позже, конечно, поговорим, да, мы это супер пропагандируем. Вот, пусть эта травма поколения закончится на нас. Вау. Классный лозунг. Да? Супер. Продолжаем. Университет. Мгм. Поступаете, становитесь первым международным студентом. Да-да-да. Как проходило обучение? Вы попадаете на левел выше, как вы и сказали? Оказалось, нет. Из-за того, что я там готовился на мировую олимпиаду в Бишкеке и так далее, весь бакалавр, если честно признаться, дорогие мои спонсора, нефтяная компания французская Total, которая $175 тысяч заплатила за 5 лет. Прошу вас глубоченное прощение за то, что я не сильно учился во время бакалавра, так как почти всю программу, которую мы обучали на биологии, я еще в школе знал, поэтому я организовал вечеринки с друзьями. Мы деньги зарабатывали, кстати, да. Мы продавали хозтовары. Я посмотрел очень много классных фильмов, очень много книг прочитал, в футбол играл, да. То есть, наоборот, обучение было легким, и вы Супер легким, да. Ну, время потому что, тратили. да, то есть в школе же ты какие-то предметы проходишь, которые тебе не нравятся, там физика, там химия, Да, да. не знаю, география, ну, она мне нравится, кстати, да. А потом, когда ты поступаешь в более специализированное место, ты такой, о, прикольно, можно... Еще же у нас же система, видите, выбора предметов. Я выбирал предмет, который уже знаю. И, в принципе, да, и было легко. Но в медшколе учился потом. Потому что, знаете, программа обучения в медицинских школах именно в Назарбаев университета, как в Америке, 4 года премеда, потом сдаешь экзамен, Medical College Assessment Test, 7,5 часов, который длится, и потом поступаешь в медицинский. Мгм. То есть я со своими баллами мог бы еще в Америку податься, но там точно грантов не было, там 400-500 тысяч долларов у тебя уйдет на все это. Поэтому я обратно поступил в Назарбаев университет, где еще 4 года отучился по программе у нас University of Pittsburgh Medical School. Такая в топ-20 точно входит программа по миру, и ни о чем не жалею. А самое главное, уж тогда-то чуть напрягся и учился, потому что это уже медицина сложная была, тем более на английском, тем более по международным стандартам. Да, поэтому, то есть мои пациенты, которые у меня были, Что я уже больше, сериал тогда не смотрел. чтобы больше вот объяснить, да, потому что для простых зрителей, для докторов это понятно. Вы получаете 2 диплома, университет и бакалавр, Мгм. потом поступаете в медицинскую школу, там Как второе высшее. это второе высшее. Да, вот. как второе высшее. Как в Штатах. В Штатах медицинский можно только как второе высшее поступить. А, Да, поэтому это элитарная профессия там. То есть я не а, говорю, что только из-за этого там у них там лучше и так далее. Нет, но просто я думаю, что очень сложно в 18 лет понять, что ты хочешь заниматься медициной. ну да. Да, то есть сколько ребят, которые в медицинский поступили, потому что родители хотели, потому что мама сказала, потому что у тебя там родители медики хотят, да, казалось бы, да? Вот. А когда к тебе уже 21-22, и тебе надо сдавать этот суперсложный экзамен, тогда ты реально задумываешься, а хочешь ли ты заниматься медициной? Потому что это путь очень сложный, очень ответственный. Ладно, еще в Штатах, где нормально платят, а у нас вообще, ну, в этом плане очень много вопросов, да. На тот момент, когда вы поступали в медицинскую школу, вы параллельно чем-то занимались? Да, Параллельно? я, например, смотрите, так как сейчас мои мекендештер, Гешепкогла, к сожалению, пришлось поменять гражданство после 5 лет проживания в Казахстане, не потому что я уже не общался кыргызом, а потому что в медицинской школе обучение стоило дорого, и французская нефтяная компания на тот момент уже там с проектов выходила, плюс кризис, они уже не хотели мне оплачивать, и мне сказали, либо ты меняешь гражданство, либо ты платно поступаешь. Вот, Это поэтому... вопрос обучения был, да, получается? Да, я поменял гражданство, потому что на тот момент уже 5 лет прожил в Казахстане, вот, но Казахстан все равно вот здесь. И так как я поменял после того, как поступил, первые 10 месяцев мне не падала стипендия. М. И я по ночам таксовал на своей Honda Civic. Бишкек. Ночами таксовал, работал у друга в доставке суши. Ну, много чем занимались. Потом я... Чтобы Да, чтобы жить, да. да. Потом мы продавали мягкие игрушки, чем только не занимались. Получается, где-то вот в то время началось типа мини-предпринимательство, где вы делали первые шаги, там. Не, мы еще в бакалавре начали. Мы с Дурдой что-то покупали, перепродавали. А, Я же бренд-амбассадор Дурдуя.
Я не знаю, почему мне господин Саламбеков деньги не платит за это с господином Алкановым. Если что, Каспи скину, ребят, скиньте деньги, потому что Дордой просто, мне кажется, я всем уши прожужжал. Типа, ребят, Дордой лучший рынок на свете. Там. Я до сих пор в Бишкек приезжаю, я на Дордой одеваюсь. Да, то есть я иду на Дордой, в обувь покупаю на Миробуви, там нижнее белье, носки покупаю там на 4-м проходе, корейские носки. Ребят, хотите узнать про Дордой, обращайтесь. Самый лучший шаурма, шекер шаурма, вот так вот. Бесплатная реклама. Бесплатная реклама, да, ребят. Ну реально, попробуйте шекер шаурма, вот такая. На Дордой. Нет, серьезно, Теперь интересно мужик вообще попробовать. классный. Потом еще мне напишешь, блин, братан, классно. Вот, короче, вот. И поэтому гражданство мы поменяли, но там Кыргызстан никогда не поменяем, все равно Мекенем. Всегда, то есть я, например, когда хожу в горы, давно же не было, 7 лет, но 7 лет назад, когда был на Килиманджаро, с кыргызским флагом поднимался. Вот. Ну, с казахским флагом тоже поднимался, конечно, да. Кыргызстанский флаг, да. У меня есть фотка с кыргызстанским флагом, на День независимости его выкладываю. На День независимости Казахстана с казахстанским флагом выкладываю. А мне только интересный вопрос. Вообще, да, у нас кыргызы, казахи, биртуган, Да. типа братские народы, но все равно я слышал историю, когда вот, допустим, какой-то казах, когда поступал в Кыргызстан, его кыргызы могли булить, либо когда кыргыз поступал в Казахстан, его казахи булить. Ага. Было ли у вас какое-то отделение, то, что вы какой-то чужой, вы все равно первый международный студент были? Я вам скажу, сейчас отдельно будет реклама турецких лицеев, да, но реально ты можешь хоть куда поступать, но если ты с турецкого лицея, то есть ребята здесь же тоже КТЛ, они здесь не называют турецкий, у нас же турецкий лицей называют. Здесь они называют КТЛ, казахско-турецкий лицей. И вот я сразу сообщался с ребятами с Карагандинского турецкого лицея. Караганда, Бишкек чем-то вот по вайбу схожи, и мы с ними классно заобщались. То есть у нас даже есть какие-то конфликты были с другими ребятами, эти ребята жестко за меня впрягались. Я что слезинку тогда готов был пустить, потому что, типа, ребята, вы мне знаете 2 недели, чего вы за меня впрягаетесь? Такие, нет, брат, все, ты, короче, наш теперь. Только, пожалуйста, можешь ты больше не нарваться? Ну да, я считаю, что нету такого, что там где-то кыргызы буллеры, где-то казахи буллеры. Буллеры, вне зависимости от нации, везде будут. Вот, все зависит от того, какой ты человек, нарвашься, не нарваешься, можешь ли ты строить нормальные связи с людьми. И люди хорошие и плохие есть во всех нациях, надо это помнить, это у нас сейчас замеж нас привлекут с вами. Бизден мурунку доордоордо врачтардын баарын призвание дечү. Сиз ачык эле ишкерлик менен врачты бирге алып кетип атканын үндөп атасыз, өзүңүз деле ошол жөнүндө айтып кеттиз, өзүңүз деле алектенесиз ошол менен. Ошол хейт тууралуу сөз болуп атат азыр. Ошондой мурунку врачтар бөлөкчү, азыркылар бөлөкчү болуп кеттиңер, силерге акча эле керек деген хейтке кандай жооп айтасыз? Түшүндүм. Жок, ну акча. Это, знаете, мне кажется, да, я сразу прошу прощения, уже кыргызча где-то 15 жылдан бери нормально сүйлөбөй, сейчас сүйлөсөм сразу манкуртом обзовут. Но скажу так, мы все, да, давно перешли на капитализм. У людей в голове есть почему-то, что медицина должна быть бесплатной. К сожалению, это путь в один конец. Посмотрите на Францию, какие там налоги. Вы хотите бесплатную медицину, у вас будут высокие налоги. Либо у вас будут низкие налоги, но будет платная медицина. То есть по-другому, то есть деньги с воздуха не появляются. К сожалению, у нас система так построена, что люди там привыкли к бесплатной медицине в Советском Союзе, и есть в голове, что типа, ну, врач сам по себе должен принимать. Но никто не встает на сторону врача, которому надо кормить своих детей, которому надо тоже готовить ребенка к школе, тоже хочется отдыхать где-то и так далее. Почему-то, когда люди идут на тот же Дордой, им норм покупать вещи за там 3, 4, 5 тысяч сомов, но заплатить столько денег за квалифицированного врача почему-то люди не хотят. Это надо менять сознание людей. Если вы хотите квалифицированную медицину хорошую, надо делать ее платной и не перегружать. Почему я опять же говорю про неперегружание системы здравоохранения? Проблема в том, что, то есть все, кто за рубежом, спросите ваших там знакомых, родственников, кто в Штатах, ну просто так никто там к врачу не ходит. Согласитесь? Да. Либо ты покупаешь дорогую страховку, у тебя компания хорошая оплачивает, да и ты просто так не обращаешься.
Поэтому деньги, еще раз говорю, с воздуха не будет появляться. Частная медицина, она будет всегда, да, но я сейчас понимаю, почему люди там... Есть еще остались старые специалисты, которые готовы в плохих условиях работать за идею и так далее, но их становится все меньше и меньше. Вот, а нам надо быть более рациональными, нам надо быть более рациональными не только в отношении трат на медицину, но и в профилактике. Почему-то люди хотят волшебную таблетку, не хотят менять свою жизнь, хотят также продолжать плохо питаться, плохо спать, пить алкоголь, курить, но при этом, чтобы их вылечивали. Надо нам уже как-то во взрослую позицию встать и постараться делать какие-то вещи, которые будут профилактикой плохих заболеваний. Тоже почему много раков? Не потому, что раньше люди там лучше питались и так далее, а просто потому, что мы наконец начали их понимать, почему, что это рак. И давно в мире изобрели системы правильного предотвращения рака, то есть это скрининги. Вот спросите у ваших байкешек, которым 45 лет, кто ходил к урологу или к проктологу по скринингу для того, чтобы у него посмотрели, нет ли там зачатков рака толстой кишки. Никто не ходил. А на самом деле это не так дорого и спасает сотни тысяч жизней. Но про это никто не говорит. Легче людям придумать, что можно купить БАДы, купить витамины и не болеть. Здоровье так не строится. Но, тем не менее, врач — это все равно социальная профессия, да? Есть грань, через которую вы не перешагнете и скажете: ладно, деньги мне не нужны, я готов как бы по призванию. 100% нам предлагают миллионы, если не десятки миллионов тенге для рекламы в нашем блоге БАДов, какого-то детского питания и так далее, что вы как врач порекомендовали вот этот какой-то анализ там и так далее, нас насчет этого купить невозможно. То есть я бы довольно давно бы сидел бы в роликсах и в крутой одежде, а не вот так вот. Но мы не можем переступить нашу черту. Я считаю, конечно, ты не можешь идти в медицину ради зарабатывания денег. Если ты не хочешь помогать людям, если ты не горишь результатами своих пациентов, тебе там делать нечего. Но я знаю, почему ребята с огнем в глазах со временем становятся черствыми, потому что их ломает система, где у тебя переработки, мало зарплаты, большие требования пациентов, где где тебе выделяется 15 минут на пациента, большие очереди, неэффективная система здравоохранения. И пациенты обращаются с тобой очень... Да, кого-то ты обслуга. Во-первых, нужно реально в головах людей менять, что что врачи — это не просто вот ты врач, ты должен. Тогда у вас и будет соответствующий врач. Вот. Но для этого нужно и врачам учиться, мне кажется, дольше, лучше. Вы задали вопрос, ответ на который все давно знают, но не хотят это делать. Вкладываться в медицину, пересматривать систему здравоохранения. Мы не первая страна, которая там перешла с социализма в капитализм, и есть нормальные примеры развития здравоохранения. И это все можно применить. Просто этим надо заниматься. Поэтому, да, у тебя должно быть призвание, если ты хочешь быть врачом. И да, если вы хотите побыть хорошему врачу, надо быть готовым либо заплатить, либо там подготовить свои анализы и попасть, я не знаю, у нас есть в Кыргызстане что можно какая-то квота на бесплатное лечение? Очень маленькая, да. Ну, к сожалению, да, то есть ресурсов мало, поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, друзья, это профилактика плохих заболеваний, занятия спортом, высыпание. Для того, чтобы высыпаться, вам не нужно тратить большие деньги. Для того, чтобы нормально питаться, тоже не нужно тратить большие деньги. Надо просто чуть заморочиться и готовить. Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, даже не надо спортом заниматься. Просто пройдитесь. Это тоже не... То есть я в своем блоге про детское здоровье, как бы говорю, транслирую вещи, чтобы какие бесплатные методы того, чтобы ваш ребенок был здоровый. Вот, еще раз повторяю, не существует волшебной таблетки, выпив которую вы станете здоровым. Это кропотливый труд. Вот. Классно.
Речь зашла про детей. Хочется спросить, в последнее время очень много детей с аутизмом, ЗПРР, ЗРР. Остеопатия помогает в этом? Кстати, вот да, это тема, которую мы очень часто затрагиваем на своих подкастах, потому что непосредственно наш соведущий, у него дети с определенными проблемами, и поэтому мы знаем положение этих людей и положение, насколько их много. Да-да. Смотрите, во-первых, сразу стоит сказать, что я за доказательную медицину. У меня супруга, она супер крутой врач. Она уже там сдала вот эти экзамены на американскую медицинскую лицензию. У нее уже был ECFMG сертификат. Врачи, которые, международные врачи, которые хотят в Америку, они об этом сертификате мечтают. Она сдала все 2 степа USMLE, экзамена на медицинское лицензирование, и уже готова была на резидентуру поступать в Штаты. У нее были очень хорошие баллы. И тут я такой 30-летний, подающий надежды парень, сделал ей предложение. Вот. И смысл в чем? Смысл в том, что, типа, вся база всей информации, которая на этом подкасте, на нашей странице, она только за доказательную медицину. Вот, и поэтому я просто сразу предрекаю вот эти вопросы, там, прививки, аутизм, потом экология, аутизм, какие-то альтернативные методы лечения. Я считаю так, что первый человек, который найдет причину аутизма, он получит Нобелевскую премию в сфере медицины без очереди. Ну, никто не знает откуда. То есть есть сильная гипотеза, которая говорит, что это как-то связано с поломкой какого-то гена, мы не знаем какого, что то есть половина... У нас есть где-то 1700 пациентов, из них 900 — это дети. Из этих 900 600 дети с задержками. Из этих 600 детей у половины расстройства аутического спектра. Я вам так скажу. Статистика 50/50. У детей, у которых есть прививка, и дети, у которых нет прививки. Прививка никак не влияет. Но прививка защищает вас от кори, от коклюша и прочих заболеваний, которые могут привести к плохим последствиям. Это первое. Второе. Есть факторы, которые повышают риск аутизма. То есть прям по научным работам, которые собраны. Это, конечно же, там, понятно, экология. То есть есть исследования, которые показывают, что если беременная женщина жила в очень загазованном каком-то месте, у нее выше риск родить ребенка там с аутизмом. Но это не высший риск, говоря, я не говорю, что это точно. Какие еще риск-факторы повышают вероятность аутизма? Ну, генетика — это понятно. И плюс детей с аутизмом процент был раньше такой же. Просто мы научились наконец-то их диверсифицировать. И плюс мы называем это расстройство аутистического спектра. То есть это спектр. Он может быть и тяжелый аутизм, он может быть и просто спектр, ребенок, который там минимальные какие-то вещи, у него есть стимы, птички там и так далее, но в принципе спектр он слишком широкий. И сейчас я скажу, проблема в том, что мне кажется, 60-70% детей, которые нам в клинике приводят и говорят, что у них у них нету раса на самом деле. Просто у нас есть гипердиагностика. Еще одна проблема. То есть первое — гипердиагностика. То, что вот всем подряд ставят, от греха подальше. Потому что лучше поставить, потом убрать, чем не... Да, перестраховывается, да. Но растительная работа с родителями не ведется. Все, думаю, все, у моего ребенка аутизм, это потому что я им там прививку поставила, это потому что вот я так не так питалась. Ищут виноват. Да, сразу виноват. Виноватых нету. То есть если у ребенка суждено, что у него будет по генетике, у него будет, вы никак на это не повлияете. Вот, поэтому, то есть, как вам сказать, очень изученный вопрос в плане этиологии, как это появляется. Но точно прививка не влияет. И точно в этом не виноваты родители. Но родители виноваты, если этим не занимаются. Надо заниматься такими детьми. Это реабилитация на года. Надо пробовать все. Но
в рамках, понятно, это common sense, это, ну, типа, понятно вообще, то есть не надо там ходить по каким-то бабушкам в дальние села, которые там ребенку на лицо плюют, я не знаю, и в надежде, что это пройдет. Нет. Да, сюф-сюфов, да. Но в ваших руках диету соблюдать. Она как-то влияет, да. Мы не знаем 100% какая диета. Есть, говорят, безглютеновая, бесказиновая диета. Есть, говорят, безбыстроуглеводная диета. Я за то, чтобы вы пробовали. Это тестирование гипотез. То есть вы тестируете гипотезу, что я ребенку попробовал вот это, и по терапии. Те же лошади. Кому-то помогает, кому-то нет. Собаки, маламуты помогают, кому-то нет. Дельфины помогают, кому-то нет. Аботерапия помогает, кому-то нет. Надо тестировать все и смотреть. Короче, самая суть — это бороться. Это борьба все время, да. То есть я вам историю расскажу. Ко мне привели ребенка с тяжелейшей задержкой. Задержка вообще нереальная. Вот ребенок чуть тормозит, там он там, так мама и сказала, 9 лет учится там в 1 классе. У ребенка там ЗПРР, эпилепсия и так далее. Начал вопрос. Я как остеопату привели ко мне, да, но все равно я пытаюсь как врач достучаться до истины. Выясняется, что у ребенка в 3 года были фибрильные судороги. Объясняю, что такое? Когда дети в первые года жизни особенно, когда слишком высокая температура, нервная система еще не настолько развита, что ребенок может начать, судороги могут начаться из-за высокой температуры, перегрева. И со стороны это может показаться, что это эпилепсия. Ребенка отвели к эпилептологу, ему прописали противоэпилепторные лекарства, и у него прошли судороги. И он на этих лекарствах сидел 6-7 лет. Потом его ко мне приводят и говорю, а вы там что-то еще делали? Нет, не делали. Это еще в регионе. Это не в столице было и не в Алмате, это было в регионе. Я говорю, пожалуйста, сходите еще раз проверьте. В итоге там на следующий месяц, когда я прилетел, оказалось, что ребенку нечаянно поставили эпилепсию, и его просто подавляли. А так это были фибрильные судороги. И такие ошибки везде. Про что это? История про то, что всегда нужно второе мнение. Если вам кто-то говорит, что у вашего ребенка там аутизм, вот лечите, покупайте мои курсы, покупайте мои БАДы, задумайтесь. То есть я понимаю, почему есть боль, почему задали вопрос, то, что вот там все сейчас коммерция, коммерция, коммерция. Да, они всегда будут, потому что есть потребители, которые хотят, опять же, волшебную таблетку, которая вылечит их ребенка. Спрашивайте второе мнение. Пробуйте разные методики, в рамках разумного. И только так можно добиться хороших результатов. Классная инструкция получилась. Остеопатия как-то помогает? Есть у ребенка зажатости, компрессии. Часто есть, когда ребенок рождается, там из-за того, что неподготовленный таз, из-за того, что есть проблемы с правильным ведением родов, у ребенка может быть осевая компрессия. Ребенок сжался, из-за этого у него и скошенный затылок, из-за этого у него и кривошея, и складки, и так далее. В таких случаях остеопат может помочь. Но мы, врачи-остеопаты, знают свои границы. У нас нету курсов. Вот вы привыкли идти к остеопату 10 приемов. Нет такого. Все же индивидуально, еще раз повторяю. Вы приходите к остеопату, он говорит, давайте вот это сейчас посмотрим, через неделю придите еще раз там. Потом говорит, через 2 недели придите. В наших клиниках, я вот сейчас, вы же видели, сидел, прописывал там стандарт на 175 страниц. Сейчас на 95 страниц. Да, и все прописано. Пациенту точно не надо курс. Пациенту надо рекомендовать, какие есть методы. Спросить, что пациент делает для того, чтобы помочь своему ребенку. Но чаще всего остеопат вначале может помочь, если у ребенка есть зажатости, но большая часть работы стоит на реабилитации. Поэтому вы, наверное, здесь видели же, мы разговаривали. Поэтому мы в наших клиниках будем расширять наш спектр на медицинские услуги именно реабилитации. Потому что мы видим, что мы родителям говорим, ходите на реабилитацию, то есть у вашего ребенка задержка речи, это надо идти к дефектологу, если у него проблемы с пониманием. Если он все понимает, но не может артикулировать речь, идите к логопеду. Это, кстати, разные эти специалисты. Да, у ребенка есть улучшение, потому что мы там какие-то у него зажатости были, мы убрали, и не идут. И поэтому эффект не получается такой классный, как был бы при комплексном подходе. И мы решили, что мы будем расширять наш спектр медицинских услуг для того, чтобы все в одном месте люди получали.
и был лучший результат. Поэтому да, на данный момент остеопат не является основным врачом, но в моей голове остеопат может классно направить родителя и защитить его от влияния шарлатанства и от плохих людей, которые пытаются заработать деньги на отчаянии родителей. Мгм. Мы углубились в тему, это да, Да. очень большой, где-то на минут 10, наверное, рассказали про эту Да? проблему, Блин, не да. заметил, я думал, минут только. Не, ну это тоже полезно для зрителей, потому что Конечно, конечно. каждая информация на вес золота. Давайте вернемся в тот самый период, когда вы вот только поступили на докторскую Медшкола, медшколу, медицинскую вот, Да, 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 да. я забыл. Когда вы только что поступили в медшколу, Мгм. параллельно пытались выживать, поменяли гражданство, чтобы получить грант. Да. Как происходило это обучение, как оно проходило? Обучение классное было. У нас, что круто, что супер практики много. У нас был зеленый свет, у нас там допускали там сперва смотреть на операции, потом участвовать в них. Поэтому, то есть у меня уже к концу второго года обучения уже было более хорошее CV, резюме, на каких операциях я участвовал, когда я помогал, рекомендательные письма. Поэтому получилось после второго курса поехать в Африку, в Танзанию. Да, Это вам сколько лет было? 23. 23 года в Африку поехали? Да, 23 года в Африку, да, мы деньги собрали краудфандингом на сайте деньги, ну, мама чуть помогла, дядя чуть помог, ребята помогли знакомые. Я поехал туда, мы работали в город Аруша, там почти на границе с Кенией на севере, возле Килиманджаро, где мы работали в госпитале Святой Элизабет, помогали на операциях, чаще всего это были гинекологические операции, жили в хостеле с иностранными студентами, там помогали в детском приюте. И у меня тогда родилась идея, если мы рядом с Килиманджаро, я начал краудфандингом собирать деньги на Килиманджаро, собрал $1500 и забрался на Килиманджаро за 4 дня. Это был самый дешманский тур. Вот. Потом третий курс уже больше практики, мы уже больше в больницах проводили, в медицинской школе. И после третьего курса я поехал во Францию, в город Селестат, это на границе Франции и Германии, работал в ортопедической хирургии. Так получилось, что попался очень классный мне руководитель, доктор Мухаммед Эль-Джамри. Типично французское имя. И, то есть я вообще должен был просто смотреть. Но так как мы с ним классно заобщались, он видит, что у меня руки хорошие, я уже начал ассистировать на вторую неделю, не зная французского языка. Ну, там, на ломаном английском общались. Классный опыт, очень круто. Плюс еще вдобавок на 4 курсе у нас по обмену Назарбаев университет отправлял в университет Питтсбурга, в Пенсильванию, где мы должны были месяц пробыли всего 2 недели, потому что начался ковид. И вот потом я приехал. 4 года длится обучение в медшколе, потому что у тебя уже бакалавр есть, уже ты уже большая часть уже практика. И потом я должен был выбирать либо там на резидентуру за рубеж поступать, сдавать эти экзамены, но начался ковид, не до них стало, и я начал остеопатически принимать пациентов, чтобы были деньги. Потому что ноль вообще, то есть я гражданин Казахстана, не могу выехать из Казахстана. Денег нету, да, то есть уже с общаги выгнали, уже все, ты универ закончил. Так ковид, я не могу, у меня все родственники, у меня в Казахстане 0 родственников. Я начал принимать пациентов, и офигенно классные результаты сразу пошли. Конечно, благодаря моей маме. Это во сколько лет? 25, нет, 26. 26. Начали, это, так скажем, уже начало, уже отдельные пути. Где да, я сразу, то есть супер классные результаты пошли. Тем более, когда у тебя сильное клиническое мышление. Мне кажется, большая часть моего приема и почему стал так популярен, и в свое время там был самый высокооплачиваемый врач Казахстана это то, что то есть мы, дегенде мен, да, можем понять человека буквально там за час приема. Смысл в чем? Смысл в том, что хороший врач вам порекомендует что-то. И только очень хороший врач вас в этом убедит. И мне кажется, у меня получалось моих пациентов убеждать какие-то делать первые шаги в своей жизни. Реально приводят детей задержками речи, с ужасными зубами. Он ест этот барни, запивает это все кока-колой. И потом он говорит, сделайте с ним что-нибудь.
А вам надо больше работать с родителями, объяснить, блин, пожалуйста, давайте вы там сократите быстрые углеводы, пожалуйста. Ребенок все время в телефоне сидит, сократите. Конечно, сейчас все скажут, вот у соседа ребенок смотрит телефон, у него все нормально. Ну да, но у него нет уже задержки, а у вашего ребенка есть. Сократите экраны, поставьте телек, хватит ставить 15-секундные видео, поставьте уже большие мультики. То есть хорошие врачи в наших клиниках, чему мы их учим? Кстати, завтра в 8 утра у меня будет опять встреча, раз в неделю встречаемся. Мы их учим тому, что мало того, что порекомендовать что-то, надо дать рекомендации, которые возможно применить сразу. Ты не можешь сказать, классно питайтесь, сделайте ребенку зубы, уберите экраны. Следующий пациент. Тебе нужно подумать. Скажите, пожалуйста, из этих 3 вещей, которые я сказал, что будет легче всего сделать? Ну, наверное, нам получится зубы начать чистить. Круто, давайте вы зубы почистите и сходите просто к детскому, просто сходите к детскому стоматологу, чтобы он зубки ваши посмотрел. Прикольно. Через неделю они приходят, да, нам зубки сказали делать и так далее, уже на план лечения придумали. А давайте посмотрим, вот из того, что сейчас ребенок ужасно питается, что легче всего будет убрать? Ну, наверное, будет мучное легче всего убрать. Давайте уберем для начала. И так шаг за шагом они уже видят импакт, твое влияние, плюс ты руками лечишь, и тогда будет хороший результат. Классно. Период карантина, вам нужны деньги, начинаете принимать первых пациентов, вы начинаете зарабатывать. Получается, я начал зарабатывать очень хорошие деньги. Очень хорошее это сколько? Ну, Я не помню, я примерно. я помню, у меня там стипендия была, там, пару сотен баксов. Я уже начал где-то $1000 зарабатывать хорошо. О, Да. Я не помню, то есть у меня за 22 год было 87 полетов, за 23-й было 150. Алмата, Астана, Шымкент, Актау, Атырау я летал, принимал пациентов. Это вы делали в какой-то команде, либо только... Я один. Да. А вы примерно тогда запустили свой блог? Нет. Блог я запустил после рождения дочери в 24 году в январе-феврале. То это у вас количество подписчиков за год? Ну, за 1,5 года, да. За 1,5 года столько набрали. Потому что мы полезные, мы даем... перейдем. Да, мы разговариваем на языке наших пациентов, людей, мы даем эту всю информацию бесплатно. Да, у нас есть телеграм-канал платный, но там он стоит там $9 в месяц, где там люди могут там вопросы задать, посмотреть. Там врачи у нас сидят уже, педиатры. У нас, кажется, самый большой телеграм-канал по детскому здоровью русскоязычный. Это супруги проект. Да вообще все благодаря супруге. Серьезно, я, братан, хорошо зарабатывал. Где эти деньги? На момент моей женитьбы ни машины, ни квартиры. 30 лет, непонятно что. Конечно, классные пациенты и так далее, но там их результаты, но ничего не скопил. А вы когда поженились? В 30 лет. Ну, в каком году, получается? 2 года назад. В 2023. Третьем. Ну как раз в тот период. Да, адам болдым отсюда. Поэтому, друзья, женитесь, но грамотно. Свои клиники тоже открыли после женитьбы? Или это Да, в было... прошлом году открыл. Мы в наших клиниках в 40 раз выросли за 11 месяцев. 40 раз? 40 раз. 40 раз по количеству пациентов. Да. И я вот... Еще, извиняюсь, что перебиваю, просто хочется, вот, чтобы все точно уточнить. До 2023 года вы сами Я путешествовали. один принимал. Өзіңізге барып, қарап, Да. ошо ақшада вот так ходили-жили. Ходил, жил, да. Получится, пока вы не поженились, Пока и этот момент стал поворотным и в блоге, и в бизнесе. Конечно. Вот Жена тогда такая, мен на башка суроо керек екен. а ты не женат еще, да? Я не женат, нет. Вот женишься, сразу лучше жить начнешь. Жена сказала, так сказать. А как вы познакомились с ней? Она Это поворотный момент, надо это тоже... Она училась в медицинском на 2 года младше меня. Да, считала меня очень заносчивым, неприятным человеком. Это нормально. Вот, но в какой-то момент так получилось, что я говорю, а я все время в дайректе писал, там, огонечки. Она такая, типа, блокировал мне сколько раз. 6 лет это длилось. 6 лет я к ней подкатывал туда-сюда. Она такая, ну, нормально. И такая, хоть иди нафиг. И как-то так получилось, что мы там в 23-м году под конец, я говорю, окей, дай мне 20 минут,
20 минут я тебе не понравлюсь, я сам себя заблокирую. Она такая, ок. Я там самый дорогой ресторан выбрал. Помылся, побрился. Алло. Подготовился, нереально круто. И она такая просто в джинсах и в термобелье сверху пришла в рейсе. Типа, чё? Классно заобщались, она поняла, что я, по идее, нормальный пацан. Почему она убегала, значит? Ну, не очень, наверное, я же довольно громкий, довольно веселый, довольно активный парень. Такое себе, наверное, впечатление создавал. Ну, правильно. Поэтому со мной ни одна девушка не общалась. Я готовился к своей первой девушке, на которой женился. Это официальная информация. Так и передайте моей супруге. Так вот, если серьезно, то она уже собиралась в Америку уезжать, у нее джоб-оффер в Швейцарии был. Она сперва должна была во Францию полететь, у нее там должна была быть работа, потом в Швейцарию. Она тоже была очень востребованной. Не, у меня жена мозг, честно. То есть, типа, я считаю, что самое важное решение мужчины в жизни — это выбор его спутницы. Поэтому нельзя там 18-20 лет, когда это очень, очень редко кому-то везет, да, но статистика показывает, что количество разводов после 25 лет, когда там женятся люди, падает там на 50%. Ну и, в принципе, после 25 лет сама сисика женитьба падает. Многие так и не находят бары. Это бич нашего поколения, потому что сейчас, видите, соцсети, всякие там дейтинг-эпс, всякие приложения и так далее, они создают иллюзию того, что у тебя есть выбор. На самом деле, типа, такого нет. То есть я думаю, что если бы я не женился, я бы, наверное, до сих пор летал бы по всему Казахстану. У меня было бы... Делал бы приемы. Возможно, я бы там зарабатывал хорошие деньги, да, спускал бы их на что-нибудь, окей, где квартиру бы взял, но был бы супер несчастным. Возвращаясь в тот ресторан, 20 минут. Вы ей понравились, потом что, сразу женились? Через 4 месяца мы женились. Через 3 месяца я познакомился с мамой, через 4 месяца я женился. Свадьба где проходила? У нас? В Бишкеке, да. Конечно, в Бишкеке. А она сама по национальности? Казашка. Поженились? Да. Потом что начало меняться? Потому что я потом открыл свой первый медцентр. Только открыл медцентр, я там... Кстати, да, еще один из переломных моментов. Получается, мы с ней начали встречаться, и я маму на Новый год повез в Париж. Это было с 23 на 24 год, Новый год. И мама заболела в Париже. Я ее то есть мы резко прилетели, ее прооперировали. После первой операции не было результата. Было очень сложное время. Я первый медцентр тогда открыл в Алмате, около там 60 тысяч евро, ну, там 70 тысяч долларов вложил я там и так далее, все супер. Деньги, которые вы собирали сами. Ну, там, да. Параллельно медцентр там был, плюс я за мамой смотрел после этого. Мы с мамой только вдвоем же в семье, то есть 4 дня я был с мамой, 3 дня там родственники там себя заменяли. После там этого, операции не было результата, и должна была быть вторая операция. Ко мне тогда заходит главврач и говорит: слушай, Иляман, шансы супер низкие. Буду с тобой предельно ясна, там меньше 20% вероятности, что будет успешная операция. Я говорю: не беспокойтесь, все нормально. Про меня не думайте. Думайте о своей работе, сделайте все, что вы можете. Было ли сложно? Да, было. Были ли флешбеки к бабушке? Да, были. Но, тем не менее, мы этот момент сложно прошли, и в этот момент моя на тот момент будущая супруга супер меня поддерживала и там скидывала: вот сейчас вот это назначили, что там. Все равно она же уже там в остеопатии был пару лет. Вот эти всякие анализы не знал. Она там говорит: все нормально, там по мировым стандартам делается, все хорошо. И еще больше сблизились. И в тот момент, в такие моменты ты понимаешь, типа, что для тебя важно, а что нет. Я понял, что хочу свою семью, вижу этого человека как спутником своей жизни, и познакомился с мамой. Мама, да, выкарабкалась, очень сложно, выкарабкалась, она у меня боец. Методы восстановления Илямана, конечно, очень интересные, что я просто, то есть мама там на грани лежит, мы с ней так прикалываемся ужасно. Вот мне больно, не могу смеяться, не угорай. И, короче, я же довольно позитивный парень. Мне кажется, позитивность тоже сильно повлияла на ее восстановление. Но в итоге все хорошо. Маме сейчас 66 лет, у нее сейчас второй внук на подходе.
У нее свой крутой медцентр в Бишкеке, ну, хороший медцентр, где она помогает очень много детям задержкам и так далее. Поэтому если здесь ребят с Бишкека есть и так далее, там Евразийский центр остеопатии, там у них, конечно, запись тоже там на много недель вперед забита. Вот, я ей помогаю с этим бизнесом. И да, очень сильно сблизились, а самое главное, что у меня супруга с матерью вообще капец очень близко, хорошо общаются. Моя супруга, я даже на весь маме там пару раз в неделю позвоню, моя супруга там каждый день по видео звонит, внучку показывает ее. Ну, то есть это классно. Самое лучшее, что с тобой может произойти в жизни, это когда твоя супруга и твоя мама классно общаются. Вот. Ну да, они, конечно, поначалу притирались, это у всех такое было, но мы этот кризис пережили в самом начале. Это у всех такое бывает. И сейчас тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Потом, по жизни вы уже начали расширяться как предприниматель, расти. Мне так нравится, как бы... У меня вопрос, как человеку опытному, да. В чем секрет казахских девушек, когда они забирают все время наших видных парней? Я не знаю, мне кажется, мы с супругой были созданы друг для друга. Мы каждый раз это обсуждаем. Мне кажется, даже если у меня супруга была бы африканка в Танзании, я бы ее в 2018 году нашел бы, там женился. Но это же все равно, типа, опять же, работа со статистикой. Просто ты находишься в Астане, живешь в Алмате, живешь, статистика жениться на казашке выше, чем жениться на кыргызке. Просто наши видные люди тоже многие женаты на казашек. Да? Ким-ким, кто-кто? Клуб создадим? Чат свой создадим вообще. Где вас будут хейтить? Моральная поддержка друг друга. Да, у меня супруга очень в этом плане такая... То есть мы супер друг дополняем, мы совсем разные. Она супер интроверт, она не любит особо там общаться с новыми людьми, и очень такая... То есть она сейчас на 35-й неделе беременности, весь коммерческий блок наших клиник, нашей IT-платформы, все на ней. Продажи и маркетинг полностью на ней. И так как она, то есть в свое время сдала самые сложные экзамены в мире по медицине, для нее маркетинг — это не просто жена, которая маркетингом занимается, а жена, которая все цифры, всю сквозную аналитику, все считает. И мне кажется, то есть основная причина, почему в 40 раз вы выросли, потому что я удачно женился. Все как-то очень просто. Продолжаем момент. В 40 раз рост. Ну, по сути, это очень нереально выглядит. Нет, реально, Вы, да, вот хочется прослушать путь вот вашего расширения. Вы еще же, получается, после женитьбы блог начали. Это тоже ее идея Не, была? после родов. После родов. То есть мы женились, через там 9,5 месяцев рождается ребенок у нас. И я просто снял видео, как я... То есть мне кажется, вот вся твоя жизнь, все тяжелые моменты опять тебя формируют. Поэтому я могу ночами не спать, смотреть за людьми. За бабушкой смотрел, за матерью смотрел. И тут жена после родов. Из нее человек вышел. Я ее вообще не напрягал. Я говорю, лежи, спи. Ребенок ночью просыпается, я сам все меняю. И до сих пор так. То есть я стараюсь... у меня ВУП вот этот показывает, что мне 36 лет. Вот. Но я надеюсь, что скоро мне это лучше станет. Ну, хотя второй ребенок на подходе, казалось бы, да. Я просто на видео снял, как я там, супруга родила только, а я как за новорожденным ребенком там меняю подгузники, мою ребенка и так далее. И какой-то отклик это вызвало у аудитории, и это был первый там наш рилс, который на 100 тысяч просмотров залетел. А у нас сейчас, например, 600, там сколько, 30 тысяч подписчиков, в среднем сторис смотрят 200 тысяч человек. То есть аудитория супер вовлечена, а самое главное, ты не можешь просто так вести блог, если ты не даешь ценность этому миру. А ценность мы этому миру даем большую. Доказательная медицина, успокаивание родителей и вовлечение там отцов в то, чтобы... Семейную жизнь. Да, в том, чтобы помогать матери после родов. Да. Вот, поэтому, да, это качнулось. А возвращаясь к вопросу, как мы выросли в 40 раз, мы начинали в ноябре прошлого года, 12 квадратов, один кабинет был, где я принимал. И я такой подумал, у меня же есть институт, мы можем там врачей позвать. Мы позвали одного врача, и мы вдвоем по очереди принимали в одном кабинете 12 квадратов. Сейчас у нас около
400-500 квадратов по Казахстану. Врачей сейчас активных 13, и еще около 5 проходят проверку, чтобы к нам прийти на работу. Вы же еще, получается, начали развивать экосистему, создали университет остеопатии, где вы сами обучаете, потом этих же распределяете. Да. И, получается, это все вместе взаимосвязано, дает быстрый буст. Да. А есть ли какая-нибудь капитализация, там, сколько там ваша компания оценивается? Нет, мы так не Или считали. там по доходам? Если смотреть по EBITDA, earnings before EBITDA, на русском, EBITDA, все знают EBITDA, предприниматели. Мы там двигаемся где-то на 60 EBITDA, это очень хорошие цифры. И мне кажется, что сам факт того, что я и моя супруга, опять про супругу, да, говорю, мы, не ведемся на бренды. То есть я часто замечаю, что люди, которые начинают хорошо зарабатывать, супруги хотят Cartier, Martier, я тебя вдохновляю и так далее. Это круто, я не против. Но именно в нашем случае мы единственные хозяева, у нас нету никаких инвесторов. Все деньги, которые мы зарабатываем, а мы зарабатываем хорошие деньги, мы реинвестируем. Хорошие это сколько? Я не могу сказать, но скажу так, что у меня до сих пор нет жилплощади. Напоминает, да, мою маму? Да? Ну, вы же можете. Если захотим, да, но зачем? Мы лучше вложимся в бизнес. То есть, я езжу на Camry, на Toyota Camry. У меня врачи видят, что я сам себе ничего не покупаю, что я сильно с супругой, мы горим проектом. То есть я супруге недавно купил наушники. Пипец, подарок. Она еще такая функциональная, говорит, слушай, у меня наушники уже, не работают, купи мне наушники. Купил ей наушники в рассрочку на 24 месяца. Это тоже сильный фактор того, что мы не берем деньги с оборота. Я про это. То, что мы считаем все цифры. То есть, да, конечно. То есть у нас есть OP-ушка от PNL, у нас есть DDS-ка, у нас есть у нас есть супер классные файлы, я потом покажу. Мы все считаем. Мы считаем конверсию на каждое это. Дружить цифрами нужно, но еще нужно иметь, как вам сказать, предпринимательство — это путь никуда. Это как в Assassin's Creed есть же прыжок веры. Только в Assassin's Creed ты точно знаешь, что ты приземлишься на сено. А в предпринимательстве 97% случаев ты приземляешься на твердую мостовую, и чаще всего ты не встаешь обратно. Разбиваешься, да. Да. Поэтому нужно быть готовым к провалу, нужно быть готовым к тому, что будут сложные месяцы. И, конечно же, это большое влияние, опять же, окружения. А вообще, для чего вы всем этим занимаетесь? Какая у вас конечная цель? Конечная цель — я хочу реально улучшить здравоохранение в мире, потому что это сделать реально. Все, что можем сделать, это открыть классные медицинские центры, которые будут реально помогать людям и экономить им деньги и время. То есть мы своим пациентам говорим, что в наших интересах видеть вас реже, потому что вы будете самой лучшей нашей рекламой. Если вам станет лучше, чем мы на вас на 15 приемах будем зарабатывать, мы лучше 2-3 раза вас примем, вы пойдете и расскажете об этом 10-15 людям. Вот у нас такой подход. И я верю, что все, если брать и наш блог, и наши позиции в наших клиниках, и все ценности, которые мы транслируем, это реально. То есть, в конце концов, смотрите, почему сейчас все жалуются, их бизнесы терпят неудачи. Потому что рынок у нас стал более осознанным, более взрослым, более зрелым. Люди перестали покупать дешевые, непонятные инфокурсы, дорогие инфокурсы, которые в конечном счете не приносят тебе дополнительного дохода. Люди перестали ходить в непонятные заведения, хотят уже хорошие продукты. Вот. Именно на этом фоне, когда мы открыли клиники, где реально мы помогаем людям, где у нас реально есть миссия не заработать, а помочь людям, только когда ты закрываешь чью-то боль, только тогда к тебе приходят деньги. Есть в плане в Кыргызстане открыть? Да, у мамы же есть там клиника. Маме 66 лет. Она еще, наверное, лет 30 хочет принимать пациентов, но я все уговариваю ее, чтобы она нам дала под управление своей клиники, и мы откроем там 5-6 классных клиник в Бишкеке, и тогда, возможно, вы узнаете, сколько мы зарабатываем. Ну, тогда, когда там откроете, будете расширяться, вы там только скажите. Мы придем и посмотрим, сколько вы зарабатываете. Да,
Возвращаясь, очень важно окружение. В предпринимательстве супер важное окружение. Я все время, вот я с Ренатом пришел, вот видели вы, он был моим пациентом. Он пришел ко мне на прием, у него колено болело 1,5 года. Мы, как всегда, нашли причину. За один прием у него прошло колено. Я не говорю, что это всегда так, но часто так бывает, что, то есть, если ты правильно там подошел и прям нужную точку исправил, минимальное количество приемов тебе нужно. И у него за один прием прошло. И он говорит: слушай, ты прикольный чувак, мы в крутом бизнес-сообществе, называется Quantum Leap, вступай, только там это чисто меритократия. Что это значит? Тебя не берут за деньги, это бесплатное сообщество, но нужно туда пройти, сними видео, свои цифры скажи и так далее. Я снял видео про себя рассказал, и меня туда приняли. И с того момента я точно вырос там больше, чем там 80-90 раз по там чистой прибыли. Просто потому что окружение очень сильных предпринимателей. Там ребята, которые проходили очень дорогие обучения, ребята, которые не один раз обжигались, ребята, которые общаются с топами рынка. То есть почему я знаю, что мы точно будем качать? Потому что у нас есть, например, стратегический совет. Стратегический совет у нас состоит из выпускника Гарвардской медицинской школы, который сейчас вице-президент очень крутой компании по стратегии. Другой у нас в стратегическом совете, у него там 15 крутых заведений в Казахстане. И третий у него свой IT-стартап. То есть мы, благодаря, наверное, networking skills и так далее, получилось собрать такое окружение, которое может со стороны посмотреть и посоветовать. То есть в какой-то момент твои компетенции заканчиваются, и надо привлекать топов. На данном этапе мы не такие большие, чтобы их брать на постоянную работу. Но то, что вы уж привлекаете где-то... Да, что уже... каждые 3 месяца мы проводим стратегические сессии с очень сильными ребятами, это супер круто. Поэтому, опять же, то есть мы возвращаемся к школе, к окружению, и взрослая жизнь тоже окружение. Есть у Познера книга, называется «Прощание с иллюзиями». Я ее не читал, но читал название. И недавно я понял, что самое лучшее прощание с иллюзиями — это когда ты наконец-то начинаешь жить жизнь 45-летнего мужика, который понимает, что ему не надо никому ничего доказывать. Ему не надо жить ради других ожиданий, и не надо тебе общаться с теми людьми, которые тебя тянут вниз. Даже если с ними связывает тебя история и так далее. Я очень благодарен людям в моей жизни, которые мне помогли. Я им всегда благодарен, но я не могу заставить себя с ними общаться, потому что там интересы разные, амбиции разные, и это очень сильно в жизни помогает. И когда ты себя окружаешь людьми интересными, которые заточены на рост, на развитие, с правильными ценностями, у тебя нет выбора, ты все равно будешь расти. О, как. Мне этот подкаст очень понравился, потому что мне ничего не надо задавать вопросы, я сижу, слушаю, переход с темы на тему, это вообще супер, классно. Да. Я удивлен. Почему? Тому, что у нас... Просто смотрите, когда мы снимаем предпринимателей за границами, я обычно снимаю это либо айтишники, которые за рубежом, но есть ребята, которые не так далеко уехали, но также добились такого же уровня высот. То есть вот это то, что алыс кетишин кереги жоқ. Нет, конечно. Вообще, я очень надеюсь, что мы дойдем до момента, где даже Гетпейле можно завоевывать мир. В Кыргызстан собираетесь вернуться? Я очень хочу. Пока карьера этого не позволяет, но при первой же возможности я еду на Иссык-Куль, купаюсь, и дочка, благо, мы же иссыкульские такие, мы считаем 17 градусов воды, это горячая Ссыкши, правильно? Вот, и у меня жена в гидрокостюме плавает, а мы с дочей мундали суатчусь, поэтому я очень верю, что если получится так, что наши дети смогут реализовывать себя в нашей же стране, это лучшее, о чем можно желать. Хоть это международный выпуск, но вы все равно являетесь нашим соотечественником, поэтому вопросы, которые мы задаем своим, вам тоже зададим. Как вы понимаете слово «нахта»? Нахта — это не такое слово на английском, называется аутентичный, настоящий, оригинальный. Наверное, так. Так воспринимаете? Аутентичный. Кто или что для вас нахта в этой жизни? Это человек, который попрощался с иллюзиями. О, такой классный ответ. Не ожидал. Да. Дорогие зрители, если вы досмотрели до этого момента, и при этом
провели с нами свое время и при этом не нажали кнопку лайка, то вы самый бесстыжий человек на этой земле. Ужас. Вам срочно надо поставить лайк, написать комментарий про нашего соотечественника Элемана, пожелать ему всего хорошего, возвращения в Кыргызстан, передать привет Джене из Казахстана. Также прошу поделиться, подписаться, да, на вас в Инстаграме, чтобы тоже, если все же мы со своими родителями, чтобы тогда быть подготовленным. Вам, я говорю спасибо, что вы уделили свое драгоценное время, уделили нам прийти к нам на подкаст, поделиться своими драгоценными знаниями. Надеюсь и уверен, что в будущем где-то перезапишем, где-то пересечемся, потому что, как вы и сказали, окружение ребят, которые постоянно стремятся, они всегда будут где-то неподалеку. Да. Поэтому всем спасибо, это был Нахта подкаст. С наилучшими пожеланиями. До следующих встреч.